Такой, красавчики. Надеюсь, нет никого из налоговой, да? Вот. Маржинальность. Вот тут беда. Потому что если вы приводите товар, который похож на другой, но вы не можете его продать дороже. Ну хоть что не делаете. А в шмотках можете, дав историю вещи, там какую-то, да, пришить дополнительный карман сзади, спереди, еще где-то. То есть какую-то опять уникальность добавить. Поэтому и маржинальность за счет этого можно прибавить. Ну, объем рынка и уникальность, опять же, уже сказал, это шмотки. Поэтому вот на это просто обращайте внимание при выборе товара. Дальше немножко практики. Если сегодня есть те, кто торгует товарами меньше 1000 рублей вот, по продаже. Блин, а что у нас так мало? Вы просто стеснялись, да? Ну ладно. Что это за 3 человека поднял руку? Нифига себе. Вот смотрите, на самом деле очень сложно заходить сегодня в ниши, где стоимость товара уже для покупателя меньше 1000 рублей. Это факт. Скидка постоянного покупателя, против которой сегодня борются, Макс Попов наверняка сегодня затронет эту тему. Мы в АПЭ, это организация предприятий электронной торговли, работаем над этим, что МВидео, даже Ламода, Яндекс.Маркет хочет засадить ВБ, чтобы ВБ и Озон не давали скидку постоянного покупателя. Но вот это лицемерие, конечно, полнейшее, да, то есть, чистой воды. Вот. Мы сейчас над этим работаем и с сетями, и с ФАС, чтобы этого не случилось. В том числе, когда я был на НТВ в прямом эфире, мы поднимали этот вопрос, но, к сожалению, сотрудники немножко отдаленно, как сказать, этих сетей, там жесткое лоббирование, друзья, это отдельно, опять же, можно презентацию на эту тему сделать. Я просто к тому, что знаете, что под нас жестко копают. И если СПП уберут, просто будьте к этому готовы заранее. Вот. Поэтому скидка постоянного покупателя меньше 1000 рублей, она постоянно прыгает. Она постоянно меняется. Поэтому сложно за этим уследить. Опять же, можно уйти в тему, что репрайсеры – это программы, которые автоматически меняют цену в зависимости от скидки постоянного покупателя и всего остального. ВП сегодня за это блокируют. Если вас за это сегодня не заблокировали, это не значит, что не заблокируют завтра, когда вы уже не пользуетесь. На ВП были моменты, когда у меня есть конкретно примеры, когда за выкуп товара давали штрафы год назад. То есть год назад я выкупал, а штраф пришел через год. Вот так раскопали. Поэтому репрайсеры, кто пользуется, еще помните, что может прилететь. Вот. Что касается частотности запросов. Что такое частотность запросов, думаю, все знают. Есть какой-то запрос платье женское, 2,5 миллиона частотность. Это значит, что 2,5 миллиона раз в месяц покупатели вбивают. Так вот, если вы заходите в нишу сегодня, я противоречу, наверное, 80% типа экспертов, которые говорят, что наоборот, это в маленькие ниши входить, быть там лидером и все остальное. Но они просто не входили. Они не понимают, какая битва там идет за покупателя, когда у тебя частотность 10 тысяч, и у тебя больше ее нет. То есть они просто немножко не понимают, а я понимаю, что там был. И в некоторых есть. Поэтому 500 тысяч – это вся совокупная частотность всех запросов. Например, я не знаю, что касается медицины, шприц 10 мл, шприц для попы 10 мл. Я не знаю, шприцы медицинские. Вот это все должно быть не менее 500 тысяч в общей сложности количества. Понятно, да, что я сейчас сказал? Дальше, поверьте, намного сложнее. Говорят, что можно использовать, грубо говоря, меньший бюджет для входа и, соответственно, больше заработать. Не будет такого, сказки это все. Вот, дальше. Что касается уникального товара. Есть универсальный способ, он мне очень нравится, он простецкий. Я его всегда использую, но он не основной, вернее основной, но можно еще проверять. Это когда вы находите на 1688, сегодня буду об этом также говорить, вы находите товар какой-то, и вы его проверяете вообще на наличие в России. Это мои любимые Яндекс картинки, Google картинки и все остальное. Прям, вы знаете, на самом деле селлеры, которые тестируют товар, и китайцы, которые тестируют товар через ФБС, там схем тоже очень много, они что делают? Они не заморачиваются, 1688 берут фотографию и начинают торговать. Молодцы, а мы-то, еще элементарщина, мы просто берем, вставляем в Яндекс картинки и получаем всех продавцов с этим товаром. Так вот, если вы нашли какой-то товар, таким образом проверили его и не нашли его в России, первая галочка есть. Дальше мы идем на Marketplace и ищем по запросам. Причем ищем мы. Сейчас не буду залазить на слайд, это дальше. Напомните мне, если я этого не расскажу, когда будет слайд про где мы берем товар в Китае. Окей? Дальше. Почему Китай? Почему я топлю за Китай? Мы как раз с коллегами разговаривали, да, Кыргызстан, Узбекистан, Россия. Россию слайд даже не разместил. Дорого. Худи в России закуп 2500, 2700, а вы что, обалдели что ли?
Да какого бы качества она ни была, я сколько должен потом? X4 минималку ставлю, при этом я зарабатываю копейки на это. Сегодня уже, с учетом конкуренции. Это тогда игра в долгую, это строительство бренда. То есть это минимум 10, 15, 20 миллионов рублей захода. Нахрен не мой бизнес. То есть, это сложно. Поэтому, что касается других, сделал небольшую такую сравнительную характеристику, что касается Кыргызстана. Действительно быстрая доставка, легкость, нет языковых барьеров и так далее. Все классно. Но давайте так. И опять же, расчеты в рублях. Супер, классно. Опять же, рубль сом, там курс плюс-минус, там копеечки, иногда 1 к 1, а иногда там разница небольшая. Вот. Меньше проблем с документами. Там, союз, все дела, документы, там, декларация даже проходит. Но опять же, махинаций тоже больше, с учетом этого. Но давайте честно, да, что касается минусов. Очень низкое качество продукции для большинства, не всех производств. Очень низкое качество. Несколько раз был в Кыргызстане, объехал, я видел такое производство. Я вам серьезно говорю, я в Китае таких не видел. Просто офигенское. Просто там мужчина лет 75, к сожалению, не помню его имени, прям мы несколько раз проезжали по улице, прям вот это он, вот этот завод. Пиджаки шьет, пиджаки, брюки на немецком, японском оборудовании, на конвейере. Продает, в основном, вы не поверите куда. Версия есть? Нет, в страну какую продает? Кто сказал Турция? Вы прикиньте, он продает их в Турцию. Турки, красавчики, они такие, сделано в Турции. Все, погнали, X5. Здесь X и нам X. Супер, вообще бизнес, да, красав. Мало того, что на 3 стульях сидят, молодцы. И он прям впрямую говорит, и причем за доллар. Расчет в баксах. Он говорит, Володь, надо? Я говорю, не моя ниша, но интересно. Очень интересно, но нет. Вот. А в основном, конечно, это исключение из правил. Есть, конечно, такие кустарные производства, их большое количество, как и в Китае. Поэтому очень аккуратно с этим. Однообразие товаров, друзья. То же самое, как на маркетплейсах. Заходишь в платье, у всех одинаковые платья, разные цвета. То же самое там. Пришел на завод, брюки у всех одинаковые брюки, одни пошивы одинаковые. Хорошо резинки, если разные, вот эти вот. Все остальное одинаково. То есть разнообразия очень мало. Чего не сказать там опять же о Китае и все остальное. И, конечно же, вот эти замечательные постоянные задержки. 6 месяцев. Конкретно. Я сказал, буду рассказывать, когда будет тема заходить о Кыргызстане. Я обожаю Кыргызстан. Серьезно.